Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24». В студии работает Полина Долинская. Колумбийский велогонщик Эгон Берналь стал победителем 16-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки «Джиро де Италия». Россиянин Александр Власов финишировал 7-м и сохранил 4-ю строчку в общем зачете, где он уступает лидирующему Берналю 4 минуты 18 секунд. Этап был сокращен с 212 до 155 километров из-за плохих погодных условий. Велогонщики стартовали в городе Сачили, а финишировали в Кортине-де-Эмпаццо. Победитель преодолел дистанцию за 4 часа 22 минуты 41 секунду. Вторым финишировал француз Ромэн Барди. Третьим место занял итальянец Дамиано Карузо. 17-й этап состоится завтра, 26 мая. Его протяженность составит 193 километра. Многодневка состоит из 21 этапа. Гонка завершится 30 мая в Милане. Первый за 2 года розыгрыш волейбольной лиги нации среди женских команд стартует в итальянском городе Римини. Соревнования пройдут с 25 мая по 25 июня. В турнире примут участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской республики, Италии, России и другие. На предварительном этапе команды проведут 15 игр. Матчи проходят в один круг. Все сборные играют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал проходят только 4 лучшие команды. Сборная России по хоккею уступила команде Словакии в 3-м матче предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Встреча завершилась со счетом 1-3. Первый период оказался нерезультативным, хотя и довольно активным. Россияне не слишком уверенно действовали в обороне, но Александр Самонов спасал свою команду. Первая шайба была заброшена только в середине второго игрового отрезка. Милош Келлимен получил пас с синей линии и мощно бросил в угол. На ответ россиянам потребовалось всего 66 секунд. Результат матча решился в 3-м периоде. Встреча вполне могла перейти в овертайм, но Мартин Гернанд точным броском с синей линии сумел реализовать удаление Максима Шалунова на 54-й минуте матча. После этого словаки сконцентрировались на обороне и не позволили россиянам ничего придумать для того, чтобы сравнить счет. Тем временем сборная Чехии со счетом 3-2 в овертайме обыграла команду Беларуси в том же матче предварительного этапа чемпионата мира. Команды выступают в группе А. В составе победителей с заброшенными шайбами отметились Ян Коварш, Филипп Задина и Доминик Кубалик. У белорусов отличился Егор Шарангович и Владислав Еременко. Сборная Чехии набрала первые 2 очка в турнире, а сборная Белоруссии потерпела второе поражение. После 3 матчей в активе чехов 2 очка, у белорусов 4. В следующем матче сборная Белоруссии 26 мая встретится с командой Великобритании. Чехи днем позже сыграют со шведами. А в группе «Б» в матче предварительного этапа ЧМ сборная Латвии со счетом 3-0 переиграла команду Италии. Заброшенными шайбами отметились Мартинш Карлсумс и Лаурис Дарзинч. После видеопросмотров были отменены 2 гола латвийских хоккеистов и 1 шайба итальянцев. Сборная Италии одержала 2-ю победу на турнире и вышла на 1-е место в группе с 7 очками. Латвийцы в стартовом матче переиграли команду Канады, после чего по буллитам уступили казахстанцам. Итальянские хоккеисты потерпели 3-е поражение подряд и занимают последнее место в группе. В следующем матче сборная Латвии 27 мая сыграет с американцами. Итальянцы в тот же день встретятся с финнами. Чемпионат мира завершится 6 июня. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий в мире спорта.